Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Мои хорошие, в связи с очень трагическими ситуациями, которые произошли в Турции, я от вас получила огромное количество сообщений с вопросами, как я, что происходит со мной. Хочу всех успокоить. Спасибо вам за ваши переживания, за ваши волнения. Со мной все хорошо, с моей семьей все замечательно. Я проживаю в центральной части. У нас здесь ни толчков, ни каких-то катаклизмов не происходило. Землетрясение произошло в южной части Турции, на границе с Сирией. Там очень много людей пострадало. Так, еще у меня некоторые мои зрители спрашивали, как можно помочь. Я не могу вам ничего порекомендовать и не могу порекомендовать обращаться в какие-то организации частного характера. Если вы хотите действительно помочь, обратитесь в гуманитарную либо волонтерскую организацию в своей стране, и я думаю, что вашу помощь действительно отправят тем, кто в ней нуждается. Я лично, моя семья, мы также не обращались к частным лицам, мы шли к нашему Мухтару. Мухтар — это что-то типа совбеза, госоргана в нашем районе. И туда отдавали денежку, и теплые одеяла, средства гигиены, теплую одежду. Таким образом. К сожалению, очень много случаев мошенничества. Куда без этого? Плохих людей везде хватает. Поэтому, если хотите помочь, обращайтесь именно в своей стране, в гуманитарные организации, которые напрямую выйдут на госорганы Турции, и там смогут вашу помощь передать тому, кому действительно нужно. И еще момент. Надеюсь, вы не возражаете, но все донаты, все средства от Супер Спасибо будут перенаправлены. То, что вы мне посылаете, я все перенаправлю людям, которые нуждаются в помощи. Так, еще раз, спасибо вам за то, что вы неравнодушны, за то, что не проходите мимо, и за то, что у вас такие огромные, добрые сердца. Это все вам воздастся. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кому вы очень-очень нужны? Кто этот человек, кто у вас нуждается? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут. Так, интересно. Тут нам и буковки показали. Имена нам показали. Так, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Здесь у меня пара, мужчина и женщина. Они сейчас не общаются. Между ними пропасть. Пропасть, между ними километры, между ними время, расстояние. Общения, коннекта никакого нет. Очень похоже на то, что вы очень сильно поругались, поссорились. И как окончательно разошлись. Смотрите, вы об этом мужчине стараетесь забыть. Забыть, не вспоминать и даже не думать. У кого-то даже отыграется, что воспоминания об этом мужчине причиняют вам болевые ощущения. Неспокойно себя ощущаете. Мужчина. Здесь все произошло по вине мужчины. Мужчина наломал дров, мужчина тут вспылил. Почему-то он посчитал, что имеет право, что может, что так и должно быть. Знал, что он вас обижает, знал, что нельзя с вами так поступать, но все равно поступил. У мужчины очень непростая сейчас ситуация в жизни. Жизнь его наполнена каким-то страхом, муками, переживаниями, болезненными состояниями. У кого-то отыграется, что мужчина пьет по-черному. Мужчина этот пропадает. Извините, но идет слово пропадает. Он это понимает, он это ощущает. И чем хуже ему становится,
тем больше он в вас нуждается. Потому что когда он был с вами, он был и как залюбленный, и холеный, и приласканный. И вообще вы за ним очень хорошо ухаживали, давали ему силы и энергию. Чем дольше он без вас находится, тем хуже он себя чувствует, ощущает. Ну и как бы жизнь катится в тартарары. Вот. В последнее время особо часто думает о вас, особо часто вспоминает. Знаете, воспоминания такие обреченные, да, что вот, да, вот дурак, потерял, не понял, не говорил о своих чувствах, не вел себя как мужик, обижал, где-то даже умышленно обижал. А теперь дороги назад нет. Теперь я никогда не смогу, вернее, к ней вернуться, никогда не смогу выпросить прощения, вымолить, да, не выпросить, вымолить это прощение. Ему очень хочется к вам, ему очень хочется хотя бы еще раз побыть с вами, просто пообщаться, посмотреть в ваши глаза. Но нет пути обратно. И даже в ближайшем будущем нет никакой перспективы на то, чтобы вы встретились. Вы об этом мужчине совсем скоро что-то узнаете. Узнаете, и сердце ёкнет, да? Вот прям скажете, вот дурак, да, до чего себя довел, до какого состояния ты опустился. Но, девчонки, тут вашей вины нет, вы ни в чем не виноваты, наоборот, вы этому мужчине были даны как шанс. Шанс на то, чтобы исправиться, шанс на то, чтобы жить, ну, как король, понимаете? Вот с вами он как король бы жил. Он это не понял, все там, знаете, фыркал-быркал, ну, а теперь как бы старуха у разбитого корыта получилась. Так, будет у кого-то стремление найти, разыскать этого человека, но, скорее всего, не получится. Тут дороги перекрыты, встречи точно не будет. Но мужчина очень нуждается. Вот знаете, как через мою отсыпку, через меня, он как будто бы извинения вам еще раз приносит. Он говорит, если есть возможность, прости меня, прости. Я не прошу понять, просто прошу простить. Вот, я был дурак, я сам все испортил, я запорол свою жизнь. И да, я понимаю, что нет мне прощения, но что сделано, то сделано, да, как говорится, назад не отмотаешь. Страдают девочки, страдают. И если вы понимаете, о ком я говорю, тем более вот в ближайшем будущем вы еще узнаете, получите информацию об этом человеке, помолитесь за этого человека, помолитесь, и если это возможно, действительно простите. Вот сама для себя. Простите и отпустите. Ему будет облегчение. Так, идем дальше. Здесь какой-то вопрос рабочий, работа, сотрудничество, работа. Смотрите, ну кто-то у меня работает, да, и у вас в коллективе есть человек, а кто-то из вас, например, посещает какие-то организации, может быть, там банки, больницы, там, те же госорганизации. Но вы как периодически посещаете, вот как будто бы к одному и тому же человеку ходите. Либо с одним и тем же человеком вы общаетесь, как бы видитесь периодически. Человек свободный, но чем-то ограниченный идет. Какое-то тут ограничение. То есть он не может к вам подойти и признаться в своей симпатии, да, либо предложить вам встретиться, ну, просто пообщаться. Да, не может по какой-то причине. Не могу сказать, какая причина, но вот он говорит, я связан по рукам и ногам. Этот человек вами восхищается. Вы для этого человека, ну, просто ангел. Ангел воплоти. Ему очень хочется для вас что-то сделать, либо чем-то вам помочь. Но либо как возможности нет помочь, либо он не знает, как вам эту помощь предложить, так, чтобы не вспугнуть вас, да, чтобы вы не отказали, и чтобы никто ничего дурного не подумал. Какие-то у него есть запреты либо обязательства. Почему-то он не может он к вам подойти. У человека, скорее всего, инициал на букву «С». Да, его зовут на букву «С». Либо его называют на букву «С». Да, может быть, он Александр, а все зовут его Саша. Да, так тоже может быть. Вот. Он, когда на вас смотрит, как теряет над собой контроль. Очень рассеянный становится после встречи с вами. Потом долго приходит в себя. Но встречи с вами его согревают. Согревают и, знаете, как наполняют его. Девчонки, он в очках. Вот очки четко показали.
худощавый в очках. Вот такой мужчина. Нравитесь, очень нравитесь. Он и сам не понимает, что с ним происходит. Вроде как и не мальчик, вроде как и отношения были. Возможно, и брак был у него за спиной. Но то, что он чувствует к вам, то, как он вас видит. Ну, представляете, вот ангел, ангел во плоти. Вот, он не понимает, что это за высшая форма любви, высшая форма восхищения вами. Если вы поняли, о ком я говорю, и вам этот человек симпатичен, девчонки, ну можно просто улыбнуться, можно там подмигнуть ему, какой-нибудь разговор с ним завести. Поверьте, я думаю, что человек вам откроется. Откроется, и тем более, смотрите, он помочь вам хочет, он что-то хочет для вас сделать, важное, полезное. Имейте в виду, на букву «С» в очках худощавый. Работает либо в госорганах, либо с вами, вот как коллега ваш. Да, может быть, в соседнем офисе работает такой человек. Так, идем дальше. Здесь вот семья. Семья выходит, в семье, ну, я не знаю, ваши родители, может быть, это ваши братья и сестры, может быть, это ваши дети, 2 человека, мужчина и женщина. Возраст не скажу, кем, кто кому приходится, тоже не скажу, но единственное, что в семье. Мужчина очень сильно запутался. Мужчина как будто бы в какие-то сети, в паутину попал. Мужчина довериться может только вам, но знает ваш строгий характер, поэтому пока еще побаивается. Мужчина будет просить помощи, он очень нуждается именно в вашей помощи, потому что вы человек сильный, вы человек не робкого десятка, и, возможно, ну вот именно вы можете помочь, да, либо человек чувствует, что именно вы можете помочь. Мужчина будет обращаться к вам где-то вот в течение 7-14 дней, да, недели, 2 недель, обратиться к вам за помощью, расскажет, признается, в какую беду попал, в какие неприятности попал, но будет ждать от вас, соответственно, помощи. Родственник. Дальше женщина. У женщины немножко другая история. Женщина, знаете, она с одной стороны без вас не может, а с другой стороны она вам как завидует, что ли, да? Вот родственница женщина. Может быть, она от вас зависима, либо вы оказываете постоянно какую-то помощь, может быть, как-то ее поддерживаете. Вот она нуждается в вас. То есть без вас ей будет очень плохо, она это знает, но с другой стороны она вам завидует. Завидует вашей внешности, вашему стилю жизни, тому, какая вы. Знаете, как и люблю и ненавижу. Вот такая идет история. Она родственница, может быть, не кровная, да? Может быть, это ваша невестка, понимаете? Может быть, заловка, да? Может быть, и свекровь, девочки, да? И свекровь тоже может быть. И люблю, и ненавижу. Вот такое у нее идет. Иногда у нее очень добрые, положительные чувства к вам. Вот прям хочется и пообщаться, что-то для вас хорошее сделать. А иногда прям что-то на нее находит, и она начинает гадости делать, говорить, вести себя каким-то неподобным образом. Мне вообще кажется, что она не совсем либо здорова, да, может быть, ментальные какие-то проблемы у нее, либо на ней какая-то магия лежит. Да, может, ее там поглазили, попортили. И от этого она такая стала. Вот. У вас с этой женщиной натянутые отношения. Не могу сказать, что вы прям там родственницы, подружки, там общаетесь душа в душу. Нет, этого нет. Скорее натянутые отношения, и она всегда вот как какой-то звездной болезнью болеет. Вот типа я звезда, а ты типа никто. Хотя всегда к вам обращаются за помощью, за какими-то делами, за советами, да, с какими-то разговорами обращается. Угу. Вот ей бы полечиться, либо к специалисту сходить, да, может быть, диагностику сделать. Вот ей можно помочь, да, ее это состояние, оно поправимо, исправимо, но она почему-то об этом даже и слышать не хочет. Вот. Вы на нее, пожалуйста, не обижайтесь, но относитесь к ней как к больной, да, потому что это так и есть. Так, смотрите, какая прекрасная у вас здесь птичка. Это же колибри, видите? Вот. Носик у колибри, крылышки, да? Красота. В моей практике колибри либо это мужчины-иностранцы,
да, вот как экзоты, экзотические мужчины, либо это очень молодые ребята, да, там даже могут дети быть. Так, ну если вы преподаватель, педагог, то один из ваших учеников в вас влюблен 100%. И если вы с кем-то общаетесь, либо ведете социально активную жизнь, да, в соцсетях, то явно есть какой-то иностранный поклонник. Человек вот именно экзотический по отношению к вам. Это тут и другая национальность, и другая религия может быть. Вот, кому-то вы вскружили в голову. Здесь идет сумасшедшая влюбленность. Здесь ну, такой порыв сильнейший идет. Но почему-то реализации нет. Ну, если в интернете, то понятно. В интернете люди далеко друг от друга. Если мы говорим про преподавателя и ученика, то, соответственно, возрастной барьер и социум, да, отношения социума тоже как под запретом эта любовь получается. Кстати, у кого-то отыграется, что это либо сын вашей подруги, либо, например, младший брат какой-нибудь вашей приятельницы. Так тоже может быть. А может быть соседский мальчишка, да? Вот, периодически вас видит и с ума по вам сходит. Но здесь как первая любовь идет. Первая любовь и вот и всплеск гормональный со всеми вытекающими. Девчоночки, здесь вас признание ждет. Этот парнишка, либо этот иностранец вам признается. Признается, для вас это будет как снег на голову, не знаю, как обухом по голове. Немножко шокирующее будет. Послушайте, не обижайте, пожалуйста, этого человека. Ребенка не обижайте, да, либо этого иностранного мужчину не обижайте. Выслушайте, поблагодарите за честность, за признание. Вот. И старайтесь все свести на дружбу, на дружеское общение. Вот. Главное, чтобы вы для этого человека не стали навязчивой, маниакальной идеей. Вот этого остерегайтесь. Вот, потому что здесь есть такие указания, что человек просто на почве этой нереализованной любви может немножечко головой тронуться. Вот, а вы потом себя виноватой будете чувствовать. Я не могу сказать, к чему приведет, да, эта любовь, влюбленность. Не могу, вот честно, не показали. Но показали, что нужно быть максимально деликатной и не рубить вот прям от плеча, да, и говорит: ты что ты ко мне пристал, какая любовь, ты ребенок, да, либо там мужчина, вы там в себе, кто вы, а кто я, и где вы, где я, не надо тут мне никакой любви. Вот так ни в коем случае не говорите. Человек очень одержимый вами получается, да, прям одержимый вами, вашим образом, и тут и гормоны, тут и вот эти сердечные потрясения, и спать не может, и есть не может, только о вас и думает. Здесь очень нужно по-деликатному с человеком поговорить и все свести на дружеские рельсы. Это будет правильно. Так, идем дальше. Кому вы очень-очень нужны? Ну вот дети выходят, дети. У кого есть дети, это ваши дети. У кого есть и дети, и внуки, это и дети, и внуки. У кого есть младшие братья и сестры, нет детей, это они. Вот. Совершенно молодые люди по отношению к вам, какие-то неопытные, немножечко характерные, но тем не менее на вас они смотрят как на старшую, как на гуру, как на наставника. Да, они с вами иногда спорят, ругаются, но они без вас не могут. Вот не могут, жизни своей не представляют. Если вдруг вы пропадете, да, куда-то уедете, это же будет конец света для ваших близких людей. Здесь, знаете как, вы как центр притяжения, вы как центр опоры для этих людей. Не важно, что вы для них делаете, либо чего вы не делаете. Здесь мы говорим не про бытовуху, а про психоэмоциональное состояние, про внутреннее содержание, про притяжение, вот, которое существует между людьми. У меня вообще такое впечатление, что вы всех своих знакомых заряжаете своей энергетикой, своей внутренней силой. Вы для всех являетесь и поддержком, и стержнем, и точкой опоры. Такой вот человек. Так, буква «Д», огромная буква «Д», прям в венце. Человек на букву «Д» с инициалом буква «Д». Это может быть как латиница, так и кириллица. Человек судьбою данный. С этим человеком вам либо суждено пройти какие-то важные испытания, либо благодаря этому человеку
Но вы как проверку какую-то пройдете. Я, к сожалению, не могу сказать, мужчина или женщина. Может быть и так, и так. Единственное, что четко показали огромную D. Высшие за вами наблюдают. Наблюдают, как вы будете реагировать. Будет ли отклик от вас, будет ли помощь от вас, будет ли участие в жизни этого человека. Поверьте, вот как вы себя поведете, на то и рассчитывайте. Не просто так этот человек в вас нуждается. Здесь явно нужна какая-то помощь, либо какое-то действие с вашей стороны. Возможно, прощение, возможно, какая-то помощь. Но вы поймете. Этот человек либо уже к вам обратился, либо в ближайшее время к вам обратится. У человека, кроме вас, никого нет, либо некому больше обратиться, кроме как к вам. Вот. Вы не зря попали на мою отсыпку. Возможно, вас ангел привел, да, для того, чтобы я вас предупредила. Человек на букву «Д», мужчина либо женщина, кто к вам подойдет, кто помощи вашей попросит, кто к вам обратится, вы должны помочь, либо вы должны выслушать, вы должны поучаствовать, посодействовать. Это идет проверка от высших сил. Да, это такое постановочное действие, где проверяют именно вас. Понимаете, именно вас будут проверять. Но я в вас не сомневаюсь. Я вижу, что все мои зрители очень чуткие, добрые, открытые люди, умеющие и понять, и простить, и принять. Я думаю, вы справитесь и проверочку эту пройдете. Здесь нам, кстати, показали, для тех, кто пройдет проверку, идет новый мост, новая дорога и вот прям целая миска какого-то добра. То есть какая-то вот серьезная награда вас ждет. Либо исполнение какой-то вашей заветной мечты. Так, мои хорошие. Давайте я вам еще на оракулах посмотрю совет и подсказку. Да, мы не будем смотреть, кто в вас нуждается, кому вы нужны, а возьмем просто для вас совет и подсказку. Совет и подсказка для вас. 3 карты. Вижу, что у вас тут состояние какое-то непростое, да и вы не в лучшей форме. Совет и подсказка для вас. Аисты. Берегите семью. Ваша сила в вашей семье. Угу. Берегите свою семью. Берегите и любите тех, кто является вашей семьей. Ваш дом — это ваша крепость во всех смыслах этого слова. У вас развилка выходит. Развилка. Здесь выбор. Выбор, который вы должны будете сделать и для себя, и для ваших близких. Будут люди, которые будут вам мешать, либо давать вам дурные советы. Никого не слушайте. Знайте, что правильный ответ внутри вас. Он уже в вашей голове. Прислушайтесь к себе. Вот что сердце пожелает, куда рука потянется, то и выбирайте. Делая выбор, понимайте, что вы не только выбираете для себя, но и для ваших близких, и для вашей семьи. Для тех, кто сейчас без семьи, да, у кого нет семьи, вот кто прям в гордом одиночестве, мои хорошие, встреча уже близко с человеком, с кем вы создадите семью. Встреча произойдет в каком-то публичном месте, где будет много-много народу. Там вы с этим человеком и познакомитесь. У вас, опять же, выбор идет. Быть вам дома, либо идти в люди, общаться с людьми, да, посещать какие-то организации, мероприятия, там, столпотворения, да, вот, скопление людей. В людях вы найдете свое счастье, в обществе, там, где много разных людей, там вы найдете счастье, и оттуда у вас родится и любовь, и семья, и вот оно, ваше счастливое будущее. Никогда не оставляйте своих близких ни в беде, ни в обиде, ни в других обстоятельствах. Помните, что вы для своих близких, ну, действительно, и гуру, и наставник, и покровитель. Так было, так есть и так будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.